Добрый день! Меня зовут Мендиарова Жансая. У нас сегодня 48-е занятие по изучению письма и чтения по системе Брайля. И мы продолжаем изучать математические знаки. Сегодня мы с вами пройдем знак деления. Он у нас тоже пишется тремя способами по Брайлю. Поочередно покажу каждый. Начнем со знака деления двумя точками, как мы пишем по зрячему. Он зачастую используется и по Брайлю. Так, давайте пишем. Значит, 2, 5, 6. Значит, если по зрячему мы пишем две точки, знак деления, по Брайлю это пишется 2, 5, 6. И этот знак наиболее часто используется. И этот знак еще также совпадает с написанием точки, когда мы пишем предложение, еще что-либо, то это знак точки. 2, 5, 6. Знак деления и знак точки. Следующий знак. Знак деления, когда мы по зрячему пишем косую дробную черту. По Брайлю пишем следующим образом. В первой клетке пишем шестую точку, а во второй клетке мы пишем третью и четвертую. То есть этот знак деления у нас занимает две клетки. В первой клетке шестая точка, во второй клетке третья, четвертая. А по зрячему этот знак деления пишется косая дробная черта. И третий вариант написания знака деления. По зрячему он пишется как прямая дробная черта. А по Брайлю пишется первая, вторая, пятая, шестая. Еще раз. По зрячему пишется как прямая дробная черта. По Брайлю вторая, первая, вторая, пятая, шестая. Еще этот знак деления совпадает с написанием буквы Ю. И давайте с вами напишем пример на деление. Я написала цифровой знак 6, пропуск клетки, знак деления двумя точками, цифровой знак 2, пропуск клетки равно цифровой знак 3. Теперь я написала цифровой знак 6, пропуск клетки, потом написала знак деления именно косая дробная черта, пишем шестую точку, третья, четвертая, потом сразу цифровой знак 2, пропуск клетки, потом равно цифровой знак 3. И используя третий вариант написания деления, написала цифровой знак 6, пропуск клетки, знак деления именно прямой дробной чертой, потом сразу цифровой знак 2, пропуск клетки, равно цифровой знак 3. Вот таким образом, то есть всегда перед математическими знаками клетка пропускается, после нет. Исключение, еще раз повторю, знак умножения, как я уже говорила на предыдущем занятии. Побольше пишите примеры, занимайтесь и читайте. Всего хорошего вам, до новых встреч!